Добрый день, с вами юрист Лизин Алексей Владимирович, и мы продолжаем разговор о защите автолюбителями своих прав при составлении протоколов сотрудниками ГИБДД. Сегодня я поговорю о таком моменте, как извещение автолюбителей о дате рассмотрения дела. Итак, очень важный момент – это извещение автолюбителя о дате судебного заседания. И как показывает судебная практика, если дело рассмотрено в отсутствие автолюбителя, не извещенного о дате суда, то такое постановление, то есть решение, принятое по делу, может быть обжаловано и отменено вышестоящей инстанцией. Итак, извещение автолюбителя. В соответствии со статьей 29.7 Кодекса об административных правонарушениях, суд или должностное лицо, выносящее постановление по делу, рассматривающее административное дело, обязаны проверить и известить о дате рассмотрения дела, соответственно, в нашем случае водителя, автолюбителя, привлекаемого к ответственности, то есть в отношении которого рассматривается дело. Если этот момент, это положение не было выполнено, то в таком случае автолюбитель, который получил постановление и прочитал там о том, что дело, оказывается, уже рассмотрено, и, естественно, такой автолюбитель, он знает, извещался он о дате рассмотрения дела или нет, то, соответственно, он имеет право подать жалобу на такое постановление. Вот. И здесь нужно понимать, что в любом случае в этом постановлении, которое вы получили, может быть указано о том, что вы были извещены о дате рассмотрения дела. Дело в том, что это, соответственно, в ином случае фактически должностное лицо или суд не имеет права рассматривать постановление, ну и, соответственно, если уж они рассматривали дело, то они считали, что действительно вы извещены о дате суда или о дате рассмотрения дела в ГИБДД. Но в любом случае здесь нужно отслеживать момент не то, что кто-то другой считает, а то, что вам известно, а вам известно о том, что вас о рассмотрении дела не извещали. Соответственно, ваша задача в таком случае – это в течение 10 дней с момента получения такого постановления подать соответствующую жалобу. И, как показывает судебная практика, неизвещение о дате рассмотрения дела, оно является фактически безусловным основанием для прекращения производства по делу, если истечены сроки давности, ну или, соответственно, для отмены такого вынесенного постановления, если, допустим, сроки не истекли и имеется возможность, допустим, отправить дело на новое рассмотрение. В любом случае вы будете иметь возможность отменить такое постановление по делу и уже в дальнейшем, допустим, либо полностью прекратить производство по делу, либо уже защищаться и ссылаться на какие-то доводы. Такой момент, поэтому будьте внимательны, читайте Кодекс об административных правонарушениях и знайте свои права, и в том числе право на участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, и знаете другие права свои, которые предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях. С вами был юрист Лизин Алексей Владимирович, город Самара. До свидания.